Привет! Меня зовут Трифонова Ольга, и я тренер по кроссфиту. Сегодня с прокачкой БНК мы делаем домашнюю тренировку по кроссфиту. И по традиции мы начинаем с разминки. Начинаем с головы, делаем повороты в сторону, вправо и влево. Вперед-назад. Вращение головы в одну сторону и в другую сторону. Хорошо. После того, как мы разогрели шею, отдел шеи, разогреваем плечевой пояс. Делаем вращение руками назад. Стараемся руки вращать прямые, не сгибать в локтях. Достаточно 10 раз и делаем вращение в другую сторону. Затем выполняем вращение разноименно. Одна рука идет вперед, другая назад и пересекаются в одной точке. И в другую сторону. Хорошо, достаточно. Далее мы с вами делаем повороты в сторону, разогреваем корпус, поворачиваемся и стараемся ставить ногу на носок в одну сторону и в другую сторону. Хорошо. И сейчас мы делаем наклоны также в одну сторону и в другую сторону. Отлично. Затем мы переходим и разогреваем тазобедренные суставы. Вращение начинаем с подъема колена, отводим колено в сторону и делаем круг. Достаточно 10 раз одной ногой, и затем мы делаем вращение вовнутрь. Заводим колено вовнутрь. Хорошо. И то же самое повторяем с другой ногой. Сначала делаем вращение изнутри. И затем вовнутрь. Хорошо. После того, как мы разогрели тазобедренные суставы, мы переходим к разогреву коленей. Для этого мы кладем ладошки на коленочки. Ноги у нас стоят на ширине плеч. И делаем вращение сначала изнутри, в стороны. Стараемся немножко подседать, чтобы у нас амплитуда была побольше. Тем самым мы лучше разогреваем наши коленные суставы. Хорошо. И то же самое заводим колени вовнутрь. Хорошо, колени мы с вами разогрели, приступаем к голеностопу. Встаем на носочки, на пяточки, на носочки, на пяточки. Сделали 10 раз и приступаем к основной разминке. Да? Основная разминка у нас будет более интенсивная. Сейчас мы будем выполнять формат упражнения EMOM. EMOM переводится как Every Minute of the Minutes. Или иначе, каждую минуту мы будем выполнять определенное упражнение, начиная с новой минуты. В нашем случае это будет легкий бег, прыгающие джеки и подъем бедра, а также захлесты голени. Итак, засекаем наш таймер и поехали. Начинаем мы с легкого бега. Бежим мы 30 секунд. Тридцать секунд у нас уже почти прошло. Дальше мы переходим к прыгающим джекам. Поехали, прыгающие джеки.
Также выполняем 30 секунд. Хорошо. И переходим к захлесту голени. 30 секунд делаем захлест голени. Старайтесь руки зафиксировать в одном положении и поднимать выше колени. После 30 секунд мы снова с вами переходим на бег. Легкий бег. Старайтесь следить за дыханием. Если у вас сбивается дыхание, переходите на шаг, но не останавливайтесь. И переходим снова к прыгающим джекам. И теперь делаем захлест голени. Хорошо, если 30 секунд у нас прошло, переходим снова на бег. И потихонечку восстанавливаем дыхание. Итак, наша разогревочная тренировочка закончена. Сегодня мы с вами будем делать домашнюю тренировку, поэтому каких-то сложных гимнастических упражнений у нас не будет, таких как отжимания у стены или приседания на каждой ноге. Мы с вами сделаем более облегченный вариант, такой, который подойдет для новичков, для тех, кто никогда не занимался кроссфитом. И для этого нам понадобится всего лишь коврик и стул. Для начала мы берем коврик. Первое упражнение у нас будет отжимание. Расстилаем его. Если у вас дома нет коврика, вы можете положить плед или, я думаю, вполне достаточно делать это упражнение на ковре. Если вы никогда не отжимались, мы используем самый облегченный вариант отжимания. Встаем на коврик, коленки у нас на коврике. Обращаем внимание на то, чтобы прогиб поясницы у нас был минимальный. Делаем волнообразное движение. Отжимаемся, ложимся на пол и волной встаем в исходную позицию. Еще раз. Волной встаем в исходную позицию. Когда вы научитесь делать таким образом отжимания, и когда вам станет уже гораздо проще, мы переходим к более усложненному варианту. Вариант чуть посложнее, когда вы не делаете волну, опять же убираем прогиб поясницы и просто отжимаемся с касанием грудной клетки до пола. И возвращаемся в исходную позицию. Отжимаемся и возвращаемся в исходную позицию. Далее мы переходим к более сложному варианту. Это отжимания классические с планки. Для этого мы встаем в планочку и отжимаемся, касаемся грудной клеткой пола и возвращаемся в исходное положение. Отжимаемся, касаемся грудной клеткой пола и возвращаемся в исходное положение. Количество повторений может увеличиваться с 5 до 10 в зависимости от вашей физической подготовки. Затем навык может улучшаться и, соответственно, повторений будет гораздо больше. Следующее упражнение – это приседания. В кроссфите приседания – это основа всех упражнений, то есть без правильных приседаний нарушается техника, соответственно, нарушается дальнейшее выполнение каких-то сложных, более сложных элементов. Для следующего упражнения нам понадобится табуретка, стульчик. Берем подходящий нам инвентарь. И если мы не умеем правильно приседать, или вы сомневаетесь в своей технике, так как у вас нет под рукой тренера, соответственно, что мы с вами делаем?
Значит, тумбочка у нас находится позади нас. Расстояние от тумбочки где-то полшага примерно. Всегда следим за положением таза и коленей. Это очень важно. Колени у нас никогда не выходят за носки. Когда мы садимся назад, вектор таза у нас идет к тумбочке, и мы стараемся тазом коснуться стульчика и почувствовать опору. И из этого положения мы поднимаемся наверх. Если вы не доседаете или не касаетесь стульчика, значит вы что-то делаете неправильно. Либо у вас уходят колени вперед, соответственно нагрузка смещается на коленки, и это как следствие накопительная травма. Поэтому, еще раз, мы садимся, таз уводим назад, колени обязательно тянем в стороны, смотрим вперед, не опускайте взгляд вниз. Иначе положение корпуса у нас меняется, и мы автоматически делаем наклон, что является ошибкой. Если вы уже умеете приседать, мы делаем глубокие приседания, таз опускаем как можно ниже, и колени тянем в сторону, смотрим вперед. Грудную клетку поднимаем наверх, когда поднимаемся наверх. Количество повторений тоже может варьироваться до 10. И со временем увеличиваться в зависимости от вашего прогресса. С этим упражнением мы закончили, и следующее упражнение у нас на пресс. Разберем, что такое сетап. Для этого нам снова понадобится коврик. Убираем тумбочку и берем коврик, ложимся на пол. Опять же, если у вас нет коврика, это может быть какой-то плед, либо делать это на ковре, так, чтобы вашей спине было комфортно. Сетап в кроссфите – это когда мы опускаемся на пол, касаемся руками пола и, поднимаясь, касаемся носочков. То есть это упражнение на мышцы кора. Опускаемся на пол, касаемся пола и поднимаемся, касаемся носочков. Если это упражнение вызывает у вас затруднения, тогда мы просто можем поднимать корпус строго вверх, смотрим на потолок. Не напрягаем мышцы шеи. Это будет облегченный вариант этого упражнения. Итак, мы с вами разобрали 3 упражнения: отжимания, приседания и сетап. Как же их использовать в кроссфите? В кроссфите мы делаем 5 отжиманий, 10 приседаний и, допустим, 15 сетапов. Поставьте таймер на 15 минут и посмотрите, какое максимальное количество кругов вы сможете выполнить за 15 минут. Через недельку вы можете еще раз повторить эти упражнения и этот комплекс упражнений и посмотреть, насколько у вас увеличился прогресс. Следующее упражнение мы будем делать на мышцы спины. Это упражнение у нас будет лодочка. Для этого также нам понадобится коврик. Мы переворачиваемся на живот, вытягиваемся вперед и либо засекаем таймер, смотрим на часы и стараемся от 20 до 30 секунд удерживать лодочку, отрывая при этом плечи и отрывая при этом ноги, да, то есть таз. Старайтесь голову назад не задирать, то есть мышцы разгибателя шеи у нас не напрягаются, плечи выше головы. Удерживаем такую позицию в течение 20-30 секунд, затем просто отдыхаем до конца минуты. Следовательно, мы выполняем это упражнение в формате ЕМОМ. Каждую минуту мы делаем по 20-30 секунд, и до конца минуты у нас отдых. Еще раз. Отрываем плечи и ноги от пола, удерживаем эту позицию в течение 20-30 секунд. И потом отдыхаем, опускаемся просто на пол и расслабляемся. Итак, мы сделали с вами упражнение на спину. И сейчас, чтобы закрепить полностью результат, мы сделаем с вами планочку. Существует очень много вариаций с планочкой. И самый простой вариант – это у нас будет планочка в стойке на руках. Для этого правильная планочка у нас выглядит тогда, когда мы приводим лопатки к позвоночнику, пресс втянут, ноги натянуты в струночку. Голова у нас не задирается высоко назад и не наклоняем вниз. Да? Еще раз помним, что у нас лопатки приведены к позвоночнику. Удерживаем эту позицию от 20 секунд, и с каждым разом вы можете увеличивать время. Вот таким образом. Более сложные варианты этой планочки могут быть с отрывом одной руки и одной ноги, противоположные, да?
Вот такие варианты. Для тех, кто уже более подготовлен и, допустим, для них обычная планочка уже кажется не такой уж и сложной. Также можно делать боковые планки по 30 секунд, допустим, на одну сторону, по 30 секунд на другую сторону. Выглядит она вот таким образом, когда мы разворачиваем корпус строго в сторону, не заваливаем его ни вперед, ни назад. Можно вытянуть руку, можно просто поставить ее на пояс. Плечо находится над кистью. Вот таким образом. И удерживаем эту позицию от 30 секунд. Так. Все, мы с вами сегодня познакомились с кроссфитом, выполнили упражнения, которые помогут оставаться в форме в домашних условиях. И на заминку у нас будет растяжка. Растяжка – это у нас обязательный элемент в кроссфите, так как он помогает донести кислород к мышцам, мышцы расслабить после интенсивной тренировки. И первое, с чего мы с вами начнем, растянем немного ноги. Для этого также нам понадобится коврик, ставим переднюю ногу вперед. Дальняя нога у нас стоит на коленке. Обязательно смотрим на положение колена. Колено никогда не выходит за носок, да? То есть если у нас вот такая позиция, соответственно, у нас перемещается нагрузка на колено, и мы делаем вред себе, да? То есть делаем неправильное упражнение. Все, корпус у нас по центру. Растягиваем. Дальняя нога у нас прямая, да, носочек смотрит прямо, и нога не уходит в сторону. Затем мы выпрямляем переднюю ногу, носочек берем на себя и растягиваем заднюю поверхность ног. Старайтесь спину сильно не округлять, держим максимально прямо ее. Хорошо. И затем меняем положение ног. Теперь у нас другая нога, которая была сзади, у нас спереди. Дальняя нога прямая. Проверяем положение носка, чтобы у нас носок не уходил ни вправо, ни влево, строго прямо. Проверяем колено, чтобы у нас не выходило за носок. Проваливаемся корпусом по центру и сидим в такой позиции. Достаточно будет 10-15 секунд. Удержали позицию. Теперь выпрямляем переднюю ногу, тянем носочек на себя, растягиваем заднюю поверхность бедра. В этом положении у нас также еще тянутся икроножные мышцы, камбаловидные. Спину стараемся держать прямо. Хорошо. И возвращаемся в исходное положение. Чтобы потянуть переднюю поверхность бедра, мы переходим на коврик, садимся тазом между ног. И если у вас позволяет растяжка, вы можете лечь. Если растяжка не позволяет, вы просто опираетесь на локти и остаетесь вот в такой позиции. Удерживайте такую позицию 15 секунд. Если вы все-таки можете лечь, то ложимся полностью и расслабляемся, тем самым увеличивая натяжение на переднюю поверхность бедра. Лежим в такой позиции 15 секунд. Хорошо. И возвращаемся в исходное положение. Далее мы с вами растягиваем прямую мышцу живота. Так как мы с вами работали на пресс, ложимся на живот, отталкиваемся руками от пола и вытягиваем прямую мышцу живота, как бы отталкиваясь как можно сильнее от пола, но не забирая голову сильно назад. И удерживаем себя вот в такой позиции. Возвращаемся в исходное положение. Далее мы с вами потянем мышцы рук. Для этого мы вытягиваем одну руку вперед, ладошку от себя и растягиваем мышцы кисти. Да? То есть у нас сейчас в настоящий момент тянется кисть. Плечи опущены, плечи не задираем к ушам. Потянули кисть. Теперь берем руку и тянем ее в противоположную сторону. Здесь у нас хорошо растягивается плечо. Тянем плечо. Затем берем эту же ручку за локоточек
И надавливаем на локоточек, стараемся ладошкой коснуться позвоночника. При этом подбородок мы не прижимаем к груди, наоборот, стараемся его поднять как можно выше. Сделали и поменяли. То же самое мы делаем с другой руки. Ладошку тянем от себя, растягиваем кисть. Потянули кисть. Затем прямую руку уводим в сторону, тянем плечо. Плечи не поднимаем высоко, помним о том, что плечи должны быть опущены. За локоточек руку уводим назад, стараемся ладошкой коснуться позвоночника, при этом подбородок мы к себе не прижимаем. Отлично. Мы потянули с вами ручки. На сегодня это все. На самом деле упражнений в кроссфите гораздо больше. И я надеюсь, что мы с вами увидимся снова. С вами была Трифонова Ольга, тренер по кроссфиту и прокачка на БНК. Пока-пока!